Вы знаете, мне кажется, так давно я здесь не был уже. Слава Богу за Владислава. Замечательный брат, хороший, помазанный служитель, открытое сердце. Знаете, вот на нем есть эта благодать смирения. Он не женатый. Знаете, мы с ним встретились лет там 5-6 назад первый раз. Я увидел эту вот благодать святости на человеке. Не то, что он не хочет там, или, жениться, и Бог усмотрит. А может быть, я не знаю, может быть, и не усмотрит, сложно сказать. Но я увидел эту благодать. И вижу посвящение, его ревность. Поэтому, я думаю, 2 служения мы что-то взяли. Аминь. Хорошо. 3 недели назад я стоял здесь, как услышать Бога, или как Бог говорит на тему. И знаете, я хочу продолжить об этом говорить, потому что я не закончил, и был отклик, и я понимаю, что это важная тема, я понимаю, что каждый из нас в какой-то степени сталкивается, спрашивает или жаждет, но на самом деле мы должны ревновать. Вот же самое главное, Бог, Он не молчит, Он говорит. Мы знаем, что Он создал человека для общения, мы знаем, что Он нас нуждается, знаешь, это венец Его творения. И Он не просто создал, Он хочет быть с тобой. Он хочет быть в твоей жизни, Он хочет с тобой личные эти отношения, близкие отношения. Мы говорили в пятницу об этом. И действительно, там есть глубина, где ты можешь просто утонуть в этой благодати, Его присутствия в своей жизни. Я об этом жажду, чтобы мы как церковь были на этом уровне. Чтобы мы бежали к Богу, не просто нас проблема толкает, или как, знаешь, скорая помощь, а мы бежали, потому что мы соскучились, потому что мы в Нем нуждаемся, потому что нам не хватает не просто Его благословения, а от Его присутствия. Знаешь, когда любящие друг друга человека встречаются, вспомните, многие переживали эту любовь, они бежали, они думали, они мечтали, они ожидали этой встречи. И сделаю такой краткий обзор той предыдущий. Помните, мы говорили, что Бог говорит, да? И говорит, но мы часто Его не слышим. Слишком много голосов, слишком много суеты в нашей голове, в нашем разуме, и просто это забивается Его Слово. Следующее мы говорили, что Бог говорит, но мы не понимаем, что это сказал Бог. Как этот пророк, который был в храме, и Бог обратился к нему, он подумал, это Илия, Самуил. Он не знал его голос, он не понял, кто это обращается, потому что он не знал его лично. И следующее, что часто мы слышим, и часто мы понимаем, что это говорит Бог, но в силу каких-то причин мы ожесточаем свое сердце. Мы не хотим быть послушными тому, что Бог нам говорит. Нам не всегда это нравится. Порой это ущемляет нашу гордость, порой это надо где-то смириться, порой надо просто от чего-то отказаться, возможно. И мы, часто это в отношениях, да, когда надо попросить прощения, признать какие-то вещи, и с тебя это лезет неудобно, и ты не хочешь, и тем самым ожесточаешь свое сердце. Это 3 проблемы, которые, как у людей у нас возникают в силу разных причин. Также мы говорили, что Бог говорит нам, Он учитывает время и место. Он учитывает, и мы видим это в Писании. Помните, Соломон сказал, всему свое время и место. То есть есть время всему. Абсолютно. Иначе, не было бы ни времени, ни места. Но Бог учитывает эти моменты. Некоторые вещи Он не говорит, потому что время не пришло, потому что мы не готовы просто это услышать. И помните, когда Он говорил Иисус ученикам, когда они откровение получили кто? Некоторые вещи Бог будет говорить в свое время, когда ты будешь готов это услышать. Когда ты будешь готов. Знаешь, слава Богу, то же самое с детьми. Сейчас 14 лет сыну, ключи мне ему дать от машины. Он не готов просто. И есть эти периоды, есть эти сезоны есть. И есть также место. Мы видим эти примеры в Библии, где Бог учитывает место, где человек будет способен Его слушать. Мы видим, Он вводил кого-то в пустыню, кого-то на гору, кого-то к горшечнику приводил и наглядно показывал какие-то образы. То есть человек был более открыт, более способен понять то, что ему говорят. Аминь. Вот кратко.
И я верю, что наш успех как верующих, как христианина, потому что сегодня я думаю, мы определились, за кем мы идем. Он заключается в том, чтобы распознавать, научиться распознавать Его голос. Это раз. И быть послушными этому голосу. Не просто, знаешь, услышать, но еще и послушать. Это очень важно. И в этом успех, поэтому эта тема так важна. И успех наш измеряется именно этим. Не тем успех в глазах мира, сколько мы там, наличие чего мы имеем, или каких-то вещей, или как пониманием, как мир понимает успех. Нет. Но насколько наши отношения с Богом близки, и насколько мы соответствуем этому слову. Знаете, можно все знать, но просто не жить. Можно быть таким, говорят, я такой духовный. Знаешь, и действительно, есть что сказать. И там местописание процитировать. И даже Бога знают. И даже как термометр, вот так, градус, был Бог или не был. И правда, правильные вещи говорят. Но вопрос-то в чем? Вопрос, что надо быть термостатом, выдавать это. Надо транслировать, надо передавать это. И прежде всего где? Не где-то там, где тебя не знают, где тебя не видят, а вот здесь. Среди своих родных, среди своих близких, в своей семье, на работе, или как вчера в Баракате ситуация была. Вот там, где, потому что Бог не просто привел тебя куда-то, Бог хочет использовать тебя. Поэтому мы говорим, что надо утвержденную, воцерквленную, укрепленную где? В теле. И для этого, конечно, нужен голос Божий. Поэтому нам не шаблон надо, а нам нужна близость с Ним. И для этого нужно изучать Его, понять Его. Аминь. В этом и есть секрет и успех твоей и моей жизни. И, конечно, я хотел бы продолжить говорить, как Бог говорит, или посредством чего Бог говорит, или как Бог говорит, как угодно. И хочу дать какие-то 7 ключей, может быть, хотя прекрасно понимаю, что этих ключей намного больше, намного ярче, и Бог может, просто я скажу сейчас где-то из своего каких-то опыта, может быть. Не претендую на опыт, кстати, но из того, как мне Бог говорит. И я, знаешь, в библейских школах это отдельные темы, недели, об этом можно неделями говорить. Как-то пытаюсь в 2 проповедях, поэтому будьте, пожалуйста, внимательны. Я знаю, что многие из вас знают, просто как некое напоминание, пускай тогда будет. И в Евреях, помните, написано, что Бог говорит многообразно и многократно. Он обращается различными путями, и Он повторяет, чтобы мы поняли. Знаешь, мы по своей природе, может быть, с 1 раза не понять, или со 2, или с 10, а то и с 100 раза можно не понять. Но Бог все равно имеет желание достучаться до тебя, потому что ты Ему не безразличен, и твоя жизнь для Него не безразлична, и Он будет делать все. Он сделает все, чтобы сохранить тебя, чтобы довести тебя. Аминь. Поэтому, знаешь, нам нужно научиться Его слушать. И первое. Бог говорит через Свое Слово. Я ничего нового, может быть, не скажу, но определенно Бог говорит через Свое Слово. Это точно. Это номер один. Это номер один. Бог является источником. Знаешь, если ты не будешь открывать свою Библию, каким образом будет тебе говорить? Некоторые говорят, как мне узнать, как Бог? Вот читай Писание, ты узнаешь. Аминь. Через Свое Слово. Знаешь, сегодня, к сожалению, мы вот с этими технологиями мы утеряли. Я ничего не имею против электронной Библии, ничего не имею. Но сегодня это факт. Это поколение, оно самое необразованное поколение в евангельском понимании. Я имею в виду в отношении Библии. Сегодня так много всей информации, что мы перестали, что у многих Библия просто, она, знаешь, даже не то, что полиция, ее вообще уже и дома нету. Самое необразованное поколение, к сожалению. И это так. Смотрите, Псалом 137:2. «Поклоняюсь перед святым храмом Твоим и славлю имя Твое за милость Твою и за истину Твою». И вот смотрите, «Ибо Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени».
То есть Бог что сделал? Возвысил свое слово. Он ценит свое слово. Он уважает свое слово. Бог поставил свое слово, чтобы через него говорить с нами. Чтобы говорить нашу жизнь, корректировать, обличать, менять нас, благословлять нас. И Господь проговаривает через свое слово. Поэтому, чтобы Он проговаривал, открывай, полюби это слово. Будь открыт, беги, читай, молись, чтобы Бог давал откровение. Не просто возьми, читай, а просто помолись, чтобы Бог дал тебе дух премудрости откровения, а потом читай. Это важно. Потому что если Бог тебе сам не откроет, ты можешь и не открыть. Ты можешь не достучаться. Потому что Бог будет говорить тебе между строк. Бог будет оживлять Духом Святым эти слова внутри. Да, первый раз мы можем читать так, как информацию, но молись, ревнуй, и Бог будет говорить в твой дух и в твою жизнь через свое слово. Все Писание написано, что оно богодухновенно, оно полезно. Пойми, оно полезно для научения, исправления, обличения. Так Бог говорит, оно полезно. И это проблема, если мы будем пренебрегать. Поэтому полюби Библию. Ты не будешь блуждать на ощупь тогда. Ты не будешь, ты не запутаешься. Так много сегодня мы в 3 соснах запутались и выйти не можем. Вроде бы знаем, вроде бы где-то видели свет, но мы не можем выйти. И по разным причинам. Но если хочешь выйти, полюби Слово. Библия говорит, что светильник ноге моей, он будет освещать твой путь. Он будет освещать тебя. Шаг за шагом Бог будет вести тебя. Он будет формировать твердое основание в жизни. И ты не уйдешь ни направо, ни налево. Это будет как фарватер, как то, что будет тебя корректировать. Твой внутренний человек нуждается в Слове. Твой духовный человек, он нуждается в Слове. Его надо кормить. Не только своего внешнего человека, но и внутреннего. Второй источник, через который Бог говорит в молитве. В молитве. Знаете, у нас такие пятницы замечательные. Так Бог приходит, просто вот, ай. Да, Бог говорит, и когда мы вместе собираемся, и когда в тайной комнате. Аминь. Деяния 13:2. Когда они служили Господу и постились, Дух Святый сказал: отделите мне Варнаву, Савла на дело, которым я призвал. То есть ученики постились. Какой пост без молитвы, да? Это не пост, голодовка, наверное, будет. Лечебная или там, не знаю, или чуть-чуть похудение ради, тоже кому-то надо. За себя говорю. Но лучше пускай это будет пост. И вот написано, что когда они молились, Дух Божий проговорил им в молитве. Дух Божий проговорил. Когда, знаешь, христиане молятся, Бог говорит в молитве. Тогда мы даем возможность Богу сказать нам что-то. Поэтому, знаешь, не просто прибеги к Богу, тараторь и убеги. Что-то подожди, послушай, может, что-то получишь. Может, Бог что-то проговорит тебе. Да? То есть, Бог говорит. Знаешь, как это происходит? Да по-разному происходит. Обращали внимание, когда ты молишься, вдруг внезапно какая-то мысль, которая не от тебя, из ниоткуда, ты не мог это придумать. Где-то родилась, это мысль какая-то. И ты понимаешь, у тебя понимание, что это Бог тебе говорит. Бог говорит внутри нас. Бог говорит внутри нас. Аввакум пишет: на стражу 2:1. Мою стал я, стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет он где? Где? Во мне. Да, внутри. Не успевайте за мной, да? Аввакум 2:1 говорит: на стражу стал. То есть, когда стал молиться, я ожидал, что Бог скажет во мне. Он ждал. Он пришел с ожиданием, но он знает, что Бог ответит. Да, может быть, не сразу, может, время, я не знаю. Но Бог будет говорить внутри. Внутри. Так часто бывает. Мысль приходит, понимание приходит. Внутри. Знаешь, молиться надо, и Господь будет говорить. Находи время для молитвы, чтобы Он мог говорить с тобой. Особенно, когда у тебя вопросы, особенно, когда перекрестки, особенно, когда ты в рассеянии, в сомнении, когда ты не знаешь. Приходи к Нему. Уединяйся, удаляйся, будь с Ним, проведи это время с Ним. Знаешь, у нас у многих есть примеры. У многих примеры. Когда Бог побуждает тебя идти молиться. Я не знаю, как
зачастую это неудобное время для тебя. Твоя плоть или какие-то обстоятельства, или что-то будет. Но когда Он побуждает, не иди молись. И Бог, возможно, хочет тебе что-то сказать, что-то проговорить. Даже у меня так было. Было, и я бежал, меня там ждали. И просто Бог говорит, остановись, иди помолись. У меня борьба такая началась, я начал себе объяснять, думаю, куда идти мне там, я опаздываю. Но пошел, и Бог начал говорить о служении, ты будешь пастором, дал слово. Дал слово. И знаете, я потом 9 месяцев носил, подтверждение просил. Ровно 9 месяцев. И потом он говорит через Исаию, если суждено тебе родить, ты родишь. И знаете, и буквально через 5-6 лет я вошел потом. Но Бог сказал, и я думаю, а если я пробежал бы мимо? И знаете, и так много раз потом меня это слово держало, потому что были испытания, потому что дьявол сделал все, чтобы ты не вошел в призвание. Все сделает. Потому что он знает, когда ты в призвании, ты совершенно другой христианин будешь. И, к сожалению, сегодня так много людей, они мимо призвания, мимо воли Божьей. Либо грех, либо да что угодно. Но это слово, оно хранило, оно давало силы, давало покой. Я знал, что мое от меня не уйдет. Это примеры, как он говорит, оно рождается внутри, взрывается внутри. И ты знаешь, что Бог тебе говорит. Ты не мог это сам придумать. Аминь. Третье. Бог говорит через мысли и внутренние побуждения. Я говорил, что Он через мысли в молитве говорит, но не только через мысли в молитве. Ты можешь с кем-то общаться, куда-то идти, делать какие-то вещи, и будут приходить какие-то мысли. Просто придет мысль. И не обязательно, что в этот момент ты молился. Не обязательно. Но внутри что-то пробуждается. И Бог может проговорить тебе разные вещи. Может сказать, благослови кого-то. Или позвони кому-то. Или сделай что-то. Аминь. Бог будет говорить там через внутренние побуждения, через мысли, которые всплывают, они поднимаются внутри тебя. Ты, может быть, знаешь, общаешься с человеком, а Бог тебе говорит, молись за него. Высвободишь это. Слово пророческое, слово просто вдохнови его. Да, вообще, может быть, о чем-то другом он говорит. Ты даже не знаешь, чем он наполнен, какими-то там переживаниями, а Бог будет тебе говорить. И он говорит таким образом, друзья. Мы должны научиться слышать эти импульсы, которые в нашем духе поднимаются. Потому что так часто это происходит, нам легко игнорировать это. Легко как-то не послушаться, объяснить себе это. Вот, что, она же мусульманка, что мне идти туда? Ну, что она? Она же не поймет. Ну. Она вообще другому там. А там пропасть, а там дыра внутри. А может быть, и надо было пригласить Иисуса в ее жизнь. Там же. Может быть, это и был этот момент. Но это другая история. Но мы должны быть чувствительными. Чувствительными. Просто в этот момент спроси, Бог, что ты хочешь от меня? Бог, что ты хочешь? Знаете, я не забуду никогда. Для меня это было просто. Где-то какой-то городок, там Волгоградская степь, городок такой типа Белореченска, и там конференция, день рождения церкви, и подходит мне, дает конверт перед служением. Там 300 или 500 долларов, я даже не знаю, честно сказать. Я так раз в карман, и так у меня такие, знаешь, уже мысли у меня в голове. Там долг, туда, десятина, то. Я уже рассчитал все быстренько в течение там, этих минут. И там, заходим на служение зашли, здесь девушка где-то моих лет. Второй ряд, там, пастора. Я сижу, и их миссионеры, пастора, они выходят и свидетельствуют. И вот эта девушка встает, вышла и начинает рассказывать, такой тоже город где-то рядом, тоже небольшой городок. Они выехали лет 10 назад с мужем, дети. И муж погиб,
мужа нету, ну, я не знаю всех деталей там. Она осталась одна и продолжила это служение. Продолжила. Ну, и там, знаете, так, не особо вот плода может быть. И видно, что она вот ей тяжело. И она говорит, там, как тяжело, но она доверяет и верит Богу, и начинает свидетельствовать. И я, знаешь, но пока она говорит один момент. А у меня, знаешь, а мне Бог начинает, это вообще не тебе, это ей. Знаешь, я сразу понял, это Бог. И у меня так, знаешь, у меня не стало вопроса, ну как бы нет, я не стал противиться, но мне стало интересно, что Бог начал говорить. И пока она стояла 20 минут, я столько получил. Знаете, я вот просто согласился сразу внутри. Я понял, что мне просто надо передать. Просто передать. Это Бог дал мне передать. Это вообще не мое, как бы. Но последние слова, знаете, какие были? Бог сказал, как? Это вот как позаботишься ты о ее детях сейчас? Я позабочусь о твоих. Все, знаешь, и просто я... И потом она села туда-сюда, там другой, третий продолжил. Все, я закончил, я встал, вот говорю, просили передать и пошел. Но меня, знаете, такой мир наполнил, я даже не могу объяснить. Я не могу объяснить, что меня... Вот, ну, ты знаешь, я потом той же ночью ехал в Москву, там получилось в этом, электричка, наверху лег, темно в вагоне, а так светло. И знаешь, вот Бог если лежит так, и вот ты рядом, или я, или он у меня, знаешь, и вот просто, мало того, этот пастор провожал меня, знаете, подходит ко мне и конверт мне дает, уже перед вагоном. Я говорю, а зачем, говорю? Я говорю, я не возьму, что ты. Нет, говорит, мы такие вот благословляем. А я только пожертвования собрал там. Вообще, я как бы и не думал, он дает мне, и знаете, там он так много дал, я, честно говоря, в шоке был. Я был просто в шоке. И просто, знаешь, я к чему говорю? Вот эти мысли, вот эти побуждения, когда мы их не игнорируем, что-то происходит. С нами, прежде всего. С нашими сердцами происходит. Мы доверяем Богу, мы учимся слушать Его. Мы учимся понимать Его. И когда мы послушаемся, что-то происходит. И вокруг нас. И вокруг нас. Аминь. Поэтому не игнорируй. Не, знаешь, конечно, тебе проще сказать, что это вот твой мозг распаленный, что-то там тебе говорит, или какие-то там эмоции, что угодно, но будь чувствительным. Да, возможно, ты будешь ошибаться, возможно, ничего страшного, но будь чувствительным, молись, ревнуй об этом, ревнуй. Аминь. Очень важно, чтобы мы были послушны. И Бог говорит по-разному. И когда эти вещи происходят, давайте будем чувствительны. И иногда будет местописание, потому что Бог знает свое слово, Он почитает свое слово, и Он выше всего. И иногда будет местописанием тебе говорить. Учись распознавать Божий голос. Внутри себя, в самом себе. Посреди тысячи голосов, посреди всей этой суеты. Знаешь, помните эти овцы? Пастух видит, что они слышат его голос. Они его не видят. Они его не видят, пастуха. Они слышат. Они слышат. То же самое сегодня это вопрос к нам. Научись слышать. 4. Бог говорит через совесть. Скажи, совесть. Да, и она у всех, и у верующих, и у неверующих. Аминь. Бог говорит через совесть. Я верю, что Бог дал нам совесть, чтобы мы не скатились до уровня животных, в конце концов. Но в общем понимании совести мы имеем понимание добра и зла. Да? Все люди имеют совесть. Просто с годами мы где-то сжигаем совесть, научились притуплять ее, ожесточаем сердца, научились договариваться с собой. Да? Знакомо такое состояние, когда торгуешься собственной совестью? Да, бывает. Не только у меня, наверное. У всех бывает. Такие внутренние диалоги, сам с собой ведешь, уговариваешься себя, аргументы серьезные, объясняешь себе, почему надо сделать так или не так, почему ты поступил так. И чувствуешь облегчение, да, когда ты победил себя, да, когда уговорил себя, да? Есть такое облегчение, да. И начинается такое внутреннее сверление внутри. Бог говорит, тебе иди, пройди там, покайся, в конце концов,
попроси прощения. И даже если ты был неправ даже. Но мы такие вот справедливые, правдолюбцы иногда. Да? Ух ты мы, я же прав, я это. Такие вот. А Бог где сделал вообще по-другому? Да? Бывает такое? Бывает, да. И внутри у нас такая буря, такие аргументы, мы воюем сами с собой и прорваться не можем. А когда приходим к Богу или пришли к Богу, в Библии написано, Евреям 9:14. Евреям 9:14. То кольный паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу, живому и истинному. Очистит совесть от мертвых дел. То есть, поэтому, когда человек приходит к Богу, значит, на самом деле не важно, насколько совесть там запачкана была. Кровь Христа очищает твою совесть. И она становится чувствительной к Богу, к Духу Святому. Когда же мы, христиане, знаешь, такие с годами профессионалами становимся, такими вот, мы можем, к сожалению, заглушать голос. Но Господь пытается достучаться через нашу совесть. Поэтому не заглушай этот внутренний голос. Когда Дух Божий говорит, обличает, и ты понимаешь это, не пренебрегай, не игнорируй, не оставляй. Значит, сохрани свою совесть чистой и доброй. Помните, когда мы принимали водное крещение, что мы обещали Богу? Служить как? Добрую совесть. Мы обещали. И Библия говорит, что некоторые потерпели кораблекрушение, потеряв веру и добрую совесть. Поэтому есть сожженная совесть, Библия говорит. Пусть Господь поможет нам. Аминь. 5. Бог говорит также через других людей. Аминь. Это может быть в обычном разговоре. Знаешь, как-то, я помню, один рассказывает историю. После молитвы сидят братья, и один начинает рассказывать о своей ситуации, которая там, неправильная, плохая ситуация. Но он пересмотрел, как-то покаялся, и Бог дал силы пройти это. Другой слушал и пошел. И просто, знаешь, через это свидетельство, через то переживание этого брата, Бог начал говорить ему в свою жизнь, в свою ситуацию. И он быстрее звонит телефону, у них там конфликт с братом, финансовая сторона какая-то. Он ему звонит, говорит, я не прав, я все возмещу. И знаете, просто вот общение, просто кто-то поделился своим переживанием. И Бог так часто это использует, так часто. Помните, когда мы имеем общение, также кровь Христа омывает. Когда мы говорим, когда мы высвобождаем, исповедуем какие-то вещи. Бог говорит нам через других людей. Бог говорит через проповедь. Когда мы слушаем, когда мы открыты, да, когда мы слушаем. Знаешь, я так часто эти истории слышу. Один рассказывает свою историю, он пришел на богослужение уже с решением, с определенным отрицательным, негативным решением. И тут просто во время проповеди Бог коснулся сердца, он сокрушился, слезы, услышал и изменил. Бог говорит через проповедь. Для некоторых, знаешь, это единственный источник услышать Господа. Целый день только в суете, там бежит, что вот только в осеннее как-то можно чуть припарковаться хотя бы, Господи. Поэтому не пропусти, что Бог хочет сказать. Аминь. Знаешь, не бегайте по коридору, правда. Я вообще не понимаю, когда мы пришли в церковь, и мы ходим, там бегаем и что-то болтаем там. Наш Библия говорит, когда мы приходим в церковь, будь способен слушать и слышать, что Бог говорит церкви и тебе лично. И если ты будешь открыт, Бог будет говорить в твою жизнь. Знаешь, порой одно слово, но оно в силе изменить все твои обстоятельства. И я не знаю, как это, но это от Бога. Одно слово, оно может что-то изменить. Вот одно семечко попало и проросло, и дало плод в твоей жизни. Я замечал много раз, я слушаю проповедь, а Бог начинает говорить параллельно вообще другие вещи. Просто мысли проповедника натолкнули, и что-то пробуждает, и что-то происходит в твоей ситуации, в твоей жизни. Он вообще о другом говорил. Но то, что тебе надо было услышать, ты услышал. И именно для тебя. Бог говорит через служителей, в общении, когда люди приходят
с нуждами, с проблемами. Верю в молитву пастора, священника верю. Верю в эти вещи. Звоню пастору. Просто даже когда не могут, какие-то причины, что-то не... Говорю, просто помолись. Приходят какие-то священники ко мне домой. Детей выводите, пускай возлагают руки, пускай молятся. Пускай высвобождают эту благодать, это помазание. Не пренебрегайте этим. Бог говорит, хотим ли мы слышать? Вот вопрос. Бог говорит через мужа и жену в большей степени, в семьях в большей степени. Насколько мы слушаем, насколько мы готовы принять через книги, через этого автора, который писал. Бог также может что-то прикоснуться к твоему духу, к твоей ситуации. Аминь. Бог говорит через детей наших, через родителей. Да. Бог говорит, давайте учиться слышать голос Божий. 6. Бог говорит через внутренний мир. Или отсутствие такового. Или отсутствие мира. Знаешь, порой ты хочешь что-то сделать, все у тебя так в голове логично, правильно, все продумал, а мира внутри нету. Бывает такое? А мира нету. Прислушивайся к голосу Божьему, прислушивайся. Знаешь, особенно, когда какие-то, опять же, перекрестки, когда планируем там какие-то сделки, я не знаю, партнеры, какие-то вопросы важные, и у тебя нету мира, есть как бы решение, а оно вот, не торопись. Не торопись, не делаешь поспешных шагов. Дождись, молись, не заглушай, не игнорируй это внутреннее состояние. Филиппийцам 4:6. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывай свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Не игнорируй это состояние, отсутствие мира внутри себя, не игнорируй. Не принимай решения, не беги, не торопись, молись. Когда у тебя этот мир придет, мир с собой, мир вот внутри, мир с собой, с Богом мир, с людьми мир. Вот вчера мы на этом выезде, вот в это состояние было. Это было состояние мира. Внутри. И это мир Божий, который превыше нашего понимания. Когда я в этом вагоне, этой лавке ехал, я переживал этот мир Божий, он обволок, как кокон. Просто тепла, уюта. Ты понимаешь, что угодил, ты понимаешь, что правильно сделал. И это называется мир Божий, вопреки всему. Твоему разуму, твоих каких-то понятий. Это то, что от Бога дается. И мы можем жить в этом. Мы можем жить с этим состоянием. Знаешь, мы были в Красноярске со Светой на конференции. Не знаю, я туда приехал, где-то месяц, наверное, знаешь, вот этот мир Божий, он был на мне. Вот просто это облако, знаешь. Тут я сижу с кем-то разговариваю, а у меня просто здесь вот рядом Иисус. Что-то говорит. И такой, это как блаженный. Я сам, я ходил вот так, наверное. Но знаешь, оно дорого стоит. Оно дорого стоит. И мы, знаешь, мы должны туда погружаться, в этот мир. Не просто течь по течению, куда тебя вынесет, а вот быть в этом мире. А где он? Он в его присутствии. Даже на поверхности всегда-то что угодно может быть, да? Волны там, шторм, вихрь, штиль. Но там, внутри, глубже, там другая атмосфера, там другое. И вот туда надо опуститься, взять это и принести. И принести эту атмосферу вот туда, куда Бог тебя поведет дальше. Если это семья, то семья. Если это работа, то работа. И вот за этим стоит что-то. И люди пойдут за этим. Это будет менять тебя, это будет менять вокруг тебя все. И обстоятельства тоже. Бог наполняет сердце миром или забирает мир. Тем самым хоть предупредить нас. Наш как семафор или светофор. Как правильно? Светофор, да? Поэтому ищи водительство. Водительство ищи. Сыны Божьи, они как неводимы Духом Божьим. 7. Бог говорит нам через слышимый голос. Через явный слышимый голос. Да, это не часто возможно. Помните, Моисей, куст горящий. Явный голос. Савол, Павел,
услышал этот голос явный, слышимый. И Бог говорит, но не часто, может быть. Более отчетливо говорит, когда опять же в нашей жизни какие-то критические ситуации, какие-то перекрестки, когда мы открыты, когда мы ищем Бога, жаждем Его голос услышать. Когда мы уважаем Его Слово, Его волю, мы открыты, вот мы кричим. И иногда это может быть так, просто отчетливый голос. Когда уже знаешь, что по-другому ты не услышишь, может быть. Аминь. Знаете, как я сказал, эти 7 путей, 7 ключей, и их так много на самом деле. Их намного больше. Это то, что Бог учил меня, мне говорил, но я знаю намного больше. У него множество путей. Он говорит, многократно говорит, многообразно. Знаешь, он говорит, также через обстоятельства жизни, которые как будто тебя загнали в какой-то тупик. Через рассматривание творения Бог тебе будет говорить. Даже я вообще удивляюсь, когда говорят, как это само по себе, там, взрыв или что. Да вот ты смотришь на эту красоту, я не знаю, кто в горы ходил, вот когда ты видишь, созерцаешь, и ты понимаешь, что Бог тебе кричит, я твой Бог великий. Он говорит через это все, через природу, через цветы, я не знаю, через живопись, через что угодно. Он обращается к тебе, к твоему сердцу обращается. Бог говорит через сны, видения, пророчества. И об этом можно много-много говорить. Но просто наша задача быть открытыми. Наш Он повторяет, чтобы мы услышали. Повторяет, стучится в твое сердце, чтобы ты открыл, услышал, понял. Так важно научиться распознавать Его голос. Аминь. Но знаете, так же важно. Еще хочу 3 вещи сказать. Первое. Не быть духоманом. Знаешь, так в кавычках, условно говоря. Не быть духоманом. Вот при всем этом важно. Так много сегодня они ищут Его голоса. Вот Бог говорит, и они там за пророками, или за пророчествами, или туда, или у них каждый раз там в день им по 100 раз Бог сказал лично им. И ты знаешь, стоишь, смотришь, себя чувствуешь себя как-то это, недуховным. Им только Бог говорит, мне Бог сказал, вот так, вот так. Знаешь, не надо по пустякам так по всем вещам говорить. Не надо. Это крайность. Знаешь, когда читаю Библию, Бог, если хотел сказать, Он прислал пророка. Да и у меня так было. Я не то, что искал, Бог приводил этих пророков. И также в Библии мы видим. Знаешь, развивай свои отношения с Богом. Развивай, прежде всего, научись слышать этот голос внутри себя. Не делай Его голос дешевым. Бог сказал, не умоляй. Учись понимать Божий голос. Следующее, второе. Бог подтверждает свое слово с разных источников. Он будет подтверждать. Поэтому никогда не торопись, если тебе Бог сказал, подожди. Если ты думаешь, что услышал от Бога, то дай Ему время подтвердить. Особенно, если ты сомневаешься, особенно, когда тебе что-то высвободили, ты не уверен. Не торопись. Да, иногда надо быстро порой решение принимать. Если Бог сказал тебе благословить кого-то, лучше благослови. Чем больше будешь думать, тем меньше дашь. Это как правило. Да, какие-то вещи надо быстро принимать, надо быстро шагнуть. А какие-то, подожди, спроси, жди, не торопись. Он многократно повторяет, и Он подтвердит, Он подскажет, если где-то сомневаюсь. Третье. Всякое слово, которое ты читаешь от Бога, проверь его в свете Слова, напечатанного Слова Божьего, проверь. Проверяешь, что об этом говорит автор. Бог никогда не скажет тебе напротив. Это будет соответствовать Его Слову. Аминь. Знаешь, я видел очень много людей, служителей, пасторов, которые говорили, Бог сказал мне, и это было вообще не соответствовало. Это не соответствовало. Знаешь, Бог дал нам здравый ум, испытывать и пророков, и пророческое слово, и по плодам Бог дал нам возможность определить. Поэтому не торопись. Пусть Бог даст нам мудрости распознавать, слышать Его голос. Да, и, знаешь, и порой это связано с риском, почему с верой связано. Бог никогда тебе от А до Я не скажет, какие-то вещи до конца тебе не скажет.
И в этом нужен элемент веры. Если будет все прописано, тогда это уже, какая вера тогда? Но Бог хочет тебя учить вере, чтобы шаг по шагу. И поэтому Он будет говорить тебе. Иногда на каждый шаг говорить. Иногда надо жить верой за все. За холодильник, за ремонт машины, не знаю, за долги, чтобы отдавать. Это путь верующего. Живем верой. Не просто по благодати. И мы думаем, это благодать, будем кататься мы, как на банановой шкурке, которые когда-то ты упадешь, просто разобьешься. Мы верой живем. И мы учимся верить. Учимся распознавать Его голос. На каждый сезон нам нужно Его Слово. На переезд нам нужно Его Слово. На какой-то шаг. На какие-то важные вещи. На какое-то служение. Поэтому мы молимся, поэтому мы верим. И говорим об этом. И чем больше мы учимся познавать Его голос, тем будем лучше мы это делать. Поэтому если ты высвободил что-то не то, не переживай. Даже если промазал. Ничего. Дальше продолжай. Аминь. Да, мы ошибаемся. Особенно, когда пророчество. Мы ошибаемся. Ничего страшного. Аминь. И последний стих. Евреям 2:1. Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. В другом переводе, чтобы течение нас не унесло. И знаете, так много течений сегодня в этой жизни. Но если мы внимательны к тому, что Бог говорит нам, мы дойдем. Мы дойдем. Мы сможем исполнить то, к чему Бог призвал нас. Мы сможем слышать Его голос. И что делать? Послушаться. Не просто услышать, а еще и сделать так. Аминь. Давайте встанем. Господь Иисус, мы благодарим Тебя, святый Бог. И мы приходим к Тебе в этой молитве, Господь, сейчас, чтобы, Бог, наши сердца были открыты слышать, понимать, знать Твой голос, слушать, слышать, повиноваться, Господь. Я прошу Тебя, Господь, дай нам эту благодать, когда на этих стоим перекрестках поступать по Слову Твоему. Поступать не так, как мы хотим, но сказать не моя, но Твоя воля во имя Иисуса. И я молюсь, чтобы сегодня мы, как церковь, имели эти близкие, глубокие отношения, имели эту жажду, имели эту страсть, имели в своем сердце эту ревность, бежать за Тобой, идти по следам веры и угождать Тебе во имя Иисуса, Господь. Чтобы сегодня среди этих тысяч голосов, которые среди этого потока информации, суеты, мы могли понимать Тебя, могли приближаться к Тебе, слышать Тебя, распознавать. Бог, являй себя нам, чтобы мы имели глубину откровения и послушания, великий Бог. Дай нам дух премудрости, понимать, слышать, идти за Тобой, великий Бог. Молюсь, чтобы сегодня мы были ревностны, как церковь, чтобы мы были способны угождать и были достойными Тебя, святый Бог. Чтобы на каждый сезон мы ревновали о Слове Твоем, на каждом этапе мы могли прийти к Тебе во имя Иисуса. И пускай сегодня будет дух премудрости откровения на каждом из нас. Для того, чтобы читать Слово, понимать, жажда молиться, видеть Тебя, быть чувствительными, быть чуткими, быть открытыми для того, чтобы принимать и слышать Тебя, и разборчивыми, Господь. Иметь эту мудрость свыше, чтобы распознавать, но и двигаться, и быть победителями во имя Иисуса, Господь. Пожалуйста, благослови нас. Мы молим Тебя.